Если люди оскорбят тебя, обвинят в чем-то, опорочат твою честь, причинят тебе вред, то у тебя есть выбор – оставить наказание на Аллаха или же простить их. Однако, помни всегда, но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Обитатели рая, обладатели райских садов, дворцов, пищи и напитков сожалеют лишь о часе, прошедшем без поминания Всевышнего Аллаха. Пусть твой язык не перестает быть важным от поминания Всевышнего. Если душа начнет искушать тебя тем, что запретил Аллах свят он и велик, то не осушайся Аллаха, используя Его блага к тебе. Поищи то, что тебе дал не Аллах, и осушайся с помощью этого. Однако, все блага, которые вы имеете, от Аллаха. Жертвовать чем-то ради друга – это благородный поступок. Однако, важнее этого найти друга, который заслуживает жертв ради него. Если же ты его найдешь, то держись за него, потому что он – твоя опора на этом свете и на том. Если 7 небес и все, что находится в них, а также 7 земель и все, что находится между ними, положить на одну чашу весов, а на другую положить слова «нет божества, кроме Аллаха», то перевесить чаша со словами «нет божества, кроме Аллаха». Остерегайся, и еще раз остерегайся мольбы притесненного тобой. Окутаны сном твои глаза, но угнетенный не спит. Взывает он против тебя, и ведь глаза Всевышнего не спят. Не давай людям обещаний, которые ты не способен выполнить. Поистине, люди строят свои мечты на твоих обещаниях, и не давай обещаний часто, так как их выполнение – нелегкое дело. Ибн Джаузи, да смилуется над ним Аллах, говорит: «Сколько благих дел было испорчено из-за сплетен. Человек молится, постится, поминает Аллаха, встает на ночные молитвы, совершает благие деяния, а затем сплетничает и теряет всю свою награду». Первая часть жизни большинства людей проходит с родителями, а вторая часть – со своими детьми. И если они будут благочестивы в первой части жизни, то и к ним будут благочестивы во второй. Будьте благочестивы к родителям, и ваши дети будут благочестивы к вам. Пусть между тобой и Аллахом будет тайна, поклонение, скрытое от людских глаз. Это может быть молитва, пост, милостыня или поминание. Но что бы это ни было, оно обязательно принесет тебе пользу пред Аллахом. Иногда мы удивляемся, что Всевышний Аллах наделил мирскими благами верующих и неверующих. Иногда неверным открываются богатства, а верующие испытывают стеснение. Такова сущность мирской жизни. Аллах дает ее тем, кого любит и кого не любит. Однако блага того света Аллах предписал только уверовавшим. Как-то к Ибрахиму ибн Адхаму подошел человек и стал жаловаться на скудность удела и на большое потомство. Ибрахим ему сказал: «Отправь ко мне того ребенка, пропитание которого не взял на себя Аллах». И тогда отец понял суть ответа и замолчал. Посмотрите, до какой степени они дошли в братстве. Один из предшественников говорит: «Брат – это не тот, кому необходимо напоминать, чтобы он упомянул тебя в мольбах». Как много сплетников в наше время. Мауля бин Фадель говорит: «Я сидел с Вахбом бин Мунаббихом, когда к нему подошел человек и сказал: такой-то человек ругает тебя». И Вахб сказал ему в ответ: «Неужели шайтан не нашел другого посла, кроме тебя?» Все люди находятся в поисках счастья. Каждый хочет жить счастливо. А счастье, если быть кратким, это довольство и неприхотливость. Порой простая жизнь – это вершина счастья. Не позволяй никому украсть твое счастье. Фудель ибн Ияд говорит: «Верующий скрывает и советует, а нечестивец разглашает и упрекает». Некоторые люди любят позорить, они нечестивцы. Другие любят покрывать и наставлять скрытно, они и являются обладателями веры. Ибн Каим, да смилуется над ним Аллах, говорит: «В сердце есть печаль, которую развеет только радость от познания Аллаха». Что может быть прекраснее жизни в познании Всевышнего, Его имен и качеств? Живи такой жизнью, и ты увидишь, как твое сердце заполнит радость. Сокровища из сокровищ рая, врата из его ворот, дерево из его деревьев, слова «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». Нет у раба силы и власти поменять свое положение, кроме силы и власти Аллаха.